В Башкортостане в связи с ростом угрозы распространения пожаров спасатели обходят частный сектор. Сотрудники МЧС России и Управления пожарной охраны Уфы проверяют у людей, как они оборудовали печки в своих домах, следят за состоянием электричества. А некоторым гражданам выдают пожарные извещатели. Тему продолжит Даниль Байков. На этих кадрах сгоревший дом в деревне Ибраево Кигинского района. Он принадлежит многодетной семье. В момент возгорания в нем находились две девочки, поскольку все остальные пребывали в гостях у соседей. Одна из них успела выбежать тогда, как другая не смогла спастись. Отец пытался вызволить ее, но безуспешно, поскольку получил сильные ожоги в здании. 10-летняя девочка погибла на месте. А это уже последствия ликвидации пожара в Бураевском районе. В деревне Абдулино загорелась баня, и огонь перекинулся на дом и гараж с автомобилем. Во время тушения спасатели обнаружили тело 20-летней девушки. В шоковом состоянии в больницу доставили парня с ожогами. Приедем в пробой о пожарной безопасности. Прочтите на досуге и соблюдайте меры пожарной безопасности. Хорошо. Чтобы предотвратить новые возгорания, сотрудники Управления пожарной охраны Уфы и МЧС России обходят частный сектор в Ленинском районе. Уточняют и проверяют, какое отопление в строениях, объясняют жителям технику безопасности и правила пользования электрооборудованием. Рекомендуется использовать автономные пожарные извещатели, зачитается также жителям о необходимости использования дымовых пожарных извещателей, которые в случае пожара дома в ночное время, например, извещают о том, что случилось то или иное происшествие, которое позволяет людям быстро отреагировать. Спасатели во время обхода строений по улице Алтайской заглянули к пенсионерке Марьям Зариповой. Она ребенок войны, и поэтому сотрудники Управления пожарной охраны выдали ей извещатель. Объяснили принцип его работы и установки в помещении. Вот красным мигает, значит работает. Через год где-то батарейка заканчивается, тогда он начинает издавать время от времени писк, звук. Тогда, соответственно, батарейку меняет, и он продолжает работать дальше. В разговоре с нами женщина поделилась личной историей. Ее сын 30 лет назад погиб в результате пожара. Поэтому для нее и других членов семьи соблюдение всех техник безопасности превыше всего. Открыли двери, все со всех сторон полыхнуло, спасти не смогли. 22 года ему было, вот было бы ему сейчас 52 года. Также автономные извещатели бесплатно могут получить одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, а также малоимущие многодетные семьи. В их эффективности не раз убеждались собственники недвижимости, когда пожарные оперативно приезжали на место, тушили огонь, спасали людей и имущество. С начала года в Уфе произошло почти 1500 пожаров, в которых погибло 26 человек. В сравнении с 2023 наблюдается динамика по снижению числа возгораний. Наиболее частая причина их возникновения связана с несоблюдением правил эксплуатации электрооборудования и износа сетей, отмечают спасатели. А еще неосторожное обращение с огнем. Важно не только не допускать, но и знать, как правильно и безопасно покидать горящее здание и тушить пламя, если есть в наличии огнетушитель. Потому что самое ценное и дорогое – это, конечно же, человеческая жизнь. Даниль Байков, Виктор Меренков, Марат Хамитов. Новости.